Это место вы найдете с закрытыми глазами, даже если заблудитесь. И неважно, в какое время суток. Забалин, город мусорщиков, выдаст себя сам, едким, невыносимым для обычного человека запахом. Сюда свозят отходы со всего Каира. Здесь нет ни военных, ни полицейских. Люди живут по своим правилам. И не очень рады визиту незнакомцев. Эта территория заселена преимущественно коптами, христианским меньшинством Египта. Живут здесь и мусульмане, но религиозных конфликтов в самом Забалине не происходит. Свалка – гарантия межконфессионального мира. Только она дает работу и пропитание. Керолосу Сааду 10 лет. Все свое детство он провел в Забалине, городе мусорщиков. Но в отличие от сверстников, он счастливчик. Керолос еще не начал заниматься грязной работой. Я не позволяю ребенку этого делать, потому что моя жена работает, и все женщины в моей семье тоже. Обычно дети начинают помогать взрослым с 10-12 лет. Иногда и раньше, когда семьи сильно нуждаются. Так что вы можете встретить здесь ребенка гораздо моложе моего. Эту работу Гергис унаследовал от своего отца, который тоже был мусорщиком. Они приехали сюда, в Забалин, 45 лет назад. Технология переработки за эти годы не поменялась. Семья Гергиса Саада собирает, сортирует и очищает сразу несколько видов мусора. Мужчины, как правило, работают с металлом и пластиком. Эта машина моет пластик, а это перемалывает его. Первая моет, вторая перемалывает, а это сушит. Затем все измельчается на мелкие частицы. Как пудра получается. Потом все упаковываем в мешки, которые мы отправляем на фабрику. И сейчас этот мусор будет продан тому, кто отсортирует его во второй раз. И все это будет переработано, в частности, на пластмассовые ложки. Вот так они выглядят. Сбор мусора, его очистка – семейный бизнес. У женщин своя работа, они сортируют пищевые отходы. Мы живем очень обособленно от остального города. Мы не зависим от него. Не все люди к нам плохо относятся. Есть, конечно, и такие, кто уважает нашу работу. Но я также понимаю и тех, кто думает о нас с отвращением. Наша работа очень изматывает. Мы сильно устаем. У нас часто возникают проблемы со спиной. Бывает так, что по 50 килограммов поднимаем на 5-й этаж, спускаем. Эта работа забирает все наши силы. Один из самых богатых людей Забалина – Шихата Эль-Магадис. Он называет себя мэром города мусорщиков. Хотя такой должности не существует. Также, по слухам, Шихата лично контролирует сдачу стеклянной тары, и это приносит ему немалый доход. Вилла с роскошной голубятней стоит прямо на въезде на свалку. Шихата не прикасается к мусору, только руководит процессом. Да и дома помещение убирает не он, а прислуга.
Что вы ждете от правительства? Нам нужно новейшее оборудование, чтобы перевозить мусор из города на свалку, и современные машины, на которых можно будет работать безопасно. Если правительство одобрит проект очистки, для сборщиков мусора это будет очень хорошее дело. Наши тела полны бактерий. Мы рождены от отцов, которые тоже занимались сортировкой мусора в Заболине. Микробы, бактерии со свалки уже в наших телах. Но они, как ни странно, только укрепляют нашу иммунную систему. Мне 56 лет, и если бы я был обычным горожанином, я бы не выглядел сейчас так хорошо. Шихата? Он мой дядя. Он добился успеха. Да, его отец был богатым с самого начала. 90% мусорщиков бедные. Они зависят от мусора, который они собирают, сортируют и продают переработчикам. Посмотрите, вон там семьи сортируют мусор, а там спрессовывают бумагу. Привет, Рамон. Они используют электрический компрессор. У нас здесь своя жизнь. У нас тут есть бакалейные лавки, мясные, кофейни. Мужчины после сборки мусора приходят сюда, чтобы отдохнуть, выпить чай или кальян покурить. Любая проблема, любой конфликт решаются внутри Заболина. Решают старшие. Здесь мы уважаем пожилых людей. Когда возникают проблемы, собираются пожилые люди и говорят: «Нет, ты должен извиниться перед ним». Он просит прощения, и все решено. Мы никогда не обращаемся в полицию. Мы их не любим, потому что когда они приходят, возникает еще больше проблем. Недавно у Мины был серьезный разговор с одним парнем, нашим соседом. Потом они пришли к нам, начали палить из ружей. Нас с братом подстрелили, и мы должны были обратиться в больницу. Это была серьезная угроза для нас. Мы сидели внизу, когда они пришли. Мы боялись за наших детей, что их могут похитить, когда они выйдут на улицу. Но потом мы договорились обо всем. Мы примирились в церкви. К нам пришел босс, и мы заключили мировую. И ничего подобного после этого не происходило. Копты утверждают, что они одни из первых в мире христиан. Они говорят, что эту веру их предки приняли еще при жизни Иисуса, и с тех пор все проблемы они стараются решать мирно, по-христиански. В Библии сказано, что все должны жить в мире, что дети Божьи не пропадут. За мою улыбку мне будут все доверять, что я не обману никого. Моя любовь к Иисусу, она видна, когда я с кем-то разговариваю. Обычно говорят, когда встречаешь человека, который идет и улыбается тебе, говорят, ты встретил настоящего христианина. Подожди. Иди поцелуй крест. Ты не должен его полностью запихивать в рот. Пойдем скорее. Сейчас Мина будет выпускать птиц. Выпускай голубей.
Вот наши голуби, посередине. Смотри, смотри. Наши голуби посередине. Это круто. Это птенцы. Смотри. Черный с желтым. Это здорово иметь голубей. Очень хорошее блюдо из них получается. Мы едим их с рисом. Пробовали? Весь этот район, посмотрите сюда, с голубями. Их очень много. Половина района увлекается этим. Смотрите, сейчас вы можете видеть всех наших голубей. Рабочий день Гергиса Саада начинается в 3:30 утра. За каждым заболинцем закреплен свой квартал в египетской столице. Собирать отходы на территории, где работают коллеги, нельзя. Эти негласные правила все мусорщики соблюдают неукоснительно. Я каждый день этим занимаюсь. Собираю абсолютно весь мусор. Остатки еды, бумажки, всякие коробки, бутылки, все виды пластика. Я работаю каждый день, кроме воскресенья. Я забираю мусор из каждого дома, в который вхожу. Все это складываю в машину, и мы едем домой. Работаем вместе с сыном, помогаем друг другу. Ну все, сын, хватит. Закончили на сегодня работу. Смотрите, каждая тонна мусора – это 5 рабочих мест. Двое занимаются тем, что собирают мусор от двери до двери, один человек перевозит, а двое сортируют. То есть получается уже 5. Это для начала. Но к этому надо добавить еще 7 рабочих мест. Это переработка бумаги, пластика, металла, стекла. Таким образом, каждая тонна каирского мусора создает 12 рабочих мест каждый день. Вы видите все эти вещи со свалки. Это косметика, бренды. Это для массажа. Вы знаете, для какого это массажа? Я нет. Она знает. Она сказала прочитать это внимательно. Какого вида массаж? Вы знаете? Для мужчин или девушек? Все это со свалки. Они продают эти небольшие вещи, и за ними люди идут на рынок. А там кричат. Подходите, подходите. Не воруйте, а то попадете в ад. Покупайте. Дедушка, подходи, покупай. Это сколько стоит? 10 фунтов? Да он же сломан, давай другую цену. 4 фунта! 4 фунта! Покажите мне деньги! Здесь, на крупнейшем пятничном рынке Каира, рядом с городом мусорщиков, люди покупают своим близким подарки, а также все, что может пригодиться по хозяйству. Я езжу на машине по городу и кричу: «Несите старые вещи сюда!» Никогда не чувствовал себя большим человеком. Но наш президент Сиси делает нас такими.
Наш президент такой. Сиси красавчик. Вот так. Я говорю прямо. Сиси красавчик. Я зарабатываю в месяц 2-3 миллиона фунтов. Ну а если серьезно? 1000. Киролосу не покупают игрушек. Все, что ему интересно, он сам находит на свалке. Это экономит много денег. Когда мы снова приехали к Гергису Сааду, то встретили здесь владельца мясной лавки Самира Фетти. А это источник нашего заработка. Иди сюда. Я сейчас тебе покажу. На, смотри. А вот этот мусор. Это корм для свиней. Для мусульманской страны разведение свиней – это что-то из области фантастики. Однако копты – христиане, и мясо этих животных для них – основа питания. Я что хочу сказать? У нас нет проблем между христианами и мусульманами. Потому что терроризм, он не отсюда начинается. А мы живем вместе, и бизнес делаем вместе, едим вместе. Большинство моих соседей христиане. У вас религия своя, у меня своя. Да, но невежественные люди этого никогда не признают. Идите сюда. Сейчас вы их увидите. Свиньи, они друзья человека. И у них мясо вкусное. Я их здесь прямо и разделываю. Сначала мы их подвешиваем, затем относим вниз, в мой магазин. У меня там свой магазин. Посмотрите. Это не египетская свинья, обратите внимание. Это бразильская. Вы видите длинное рыло? По нему можно понять, что это свинья бразильской породы. Раньше я работал водителем автобуса в турфирме. С 90-го работал. А потом туризм резко пошел на спад, и я вынужден был переключиться вот на этот бизнес. Я встречался с разными людьми, и когда я вас увидел, я сразу понял, что вы из России. Хотя я не говорю ни на одном иностранном языке. Русские, они всегда выглядят как русские. Все нужно делать с умом. Смотрите сюда, мистер. Я взвешиваю мясо перед тем, как его приготовить, чтобы понять, сколько денег я выручу. Я на авось не работаю. Здесь 11 килограммов. Попробуйте. Итак, я все перемешал со специями. И когда стемнеет, я начну готовить мясо на гриле. Еще совсем недавно свинина в Египте была запрещена. Парламентское большинство братьев-мусульман решило пустить все поголовье страны под нож, в том числе и в христианском Забалине. Тогда мусорщики Забалина стали сортировать органический мусор в центре города и раскладывать его в мусорке перед офисами транснациональных компаний на больших улицах Каира. И в Каире было очень грязно, и запах стоял жуткий.
И это продолжалось 2 года. Но 21 января произошла революция, и все вернулось на круги своя в Заболине. Если в стране не будет президента, премьер, вице-премьер смогут его заменить. Но если сборщик мусора уедет отсюда, никто его не заменит. Каир погибнет. Мясо в семье Гергиса Саада едят редко, будь то свинина или говядина, раз в неделю, по воскресеньям. Прежде всего потому, что это дорогое лакомство для них. От 50 фунтов и до 100 за килограмм. Это 5-10 долларов. Сколько вы тратите на еду? Мы не считаем. Мы разные продукты покупаем. Невозможно сосчитать. Например, завтрак на всех может стоить 10 фунтов. Яичницу делаем. Картошку фри жарим. На обед 20-25 фунтов. Мы едим 3 раза в день, потому что мы много работаем. Завтрак, обед, ужин. Ужин в 7-8 вечера, как приходим с работы. Работа-то у нас очень тяжелая. Возьмите нас в какую-нибудь другую страну. С радостью уедем. В Заболине есть своя школа, но даже она не дает Киролосу гарантии, что он получит образование, которое позволит ему заниматься не сбором и сортировкой мусора, а чем-то другим. Детей здесь, конечно, учат и родному языку, и математике, но занятия по переработке мусора вытесняют все. За всю историю школы вырваться со свалки смогли только 3-4 человека. Остальные остались жить и работать здесь. Как же ты живешь в таких условиях? Это наша жизнь. Что мы можем поделать? И как Бог определил нашу судьбу, так и будет. Я могу тебе показать, как мы работаем с иголками и колющими предметами. Ты не думаешь, что подхватишь какую-нибудь инфекцию? А что делать? Такая работа. Мы очень хотим уехать за границу. Я вот один из таких людей. Если найду какую-нибудь работу за границей, я поеду. Любую. Помнишь Шнуду, который был с нами недавно? Ему в руку попала иголка такого размера. Зашла с пальца до сюда. Так вот, его тело полностью сгнило. Вот только сегодня утром укололся. Да все нормально. Нажал на рану, кровь вышла, и все. Они были фермерами 70 лет тому назад. Потом приехали сюда. У них нет никакой другой работы. Поэтому, когда вы говорите, что тут полно инфекций, они говорят: нет, у нас крепкий иммунитет. Нет, на самом деле у нас есть проблемы со здоровьем. Более чем 42% местных жителей здесь инфицированы гепатитом Б и С. У нас также много кожных болезней. Мы платим за эту работу высокую цену. Платим своим здоровьем, своей жизнью. Средняя продолжительность жизни не более 55 лет. Люди здесь умирают молодыми. Это твое любимое место? Почему? Потому что я могу упасть с крыши. О чем ты вообще мечтаешь, Киролос? Я хочу стать доктором и уехать отсюда. Я не хочу, чтобы мой сын стал таким же, как я. Я хочу, чтобы у него все было лучше, чем у меня. Но вообще, эта работа не позор. Позор, когда сидишь дома и тебя кто-то кормит. Или ты просишь подаяние, или где-то воруешь. Но в Библии говорится, что если ты трудишься, у тебя всегда будет хлеб.